Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вас ждет, что с вами будет в ближайшие часы, в ближайшие дни. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая башня у вас вышла! Крутая! Башня вообще на самом деле хороший знак, особенно если в центре выходит. Это про вас, это про то, как вы себя будете чувствовать, это про то, как вы себя будете проявлять. Башня — это здоровье, это уверенность в себе, это прекрасное состояние души и тела. Вас не сдвинуть, не подвинуть. Вам нет отказа, вы отобьетесь от всего и всех, стоите, значит, вы так башней, да, и угрожающе на врагов своих посматриваете, а враги ваши трепетать будут. Тут какие-то люди прям суетятся рядом с вами, как хотят вас как ублажить, угодить, хотят вам понравиться. На самом деле люди эти не очень хорошие, да, поэтому и разведут такую бурную деятельность. А может быть, вас будут на что-то подговаривать, склонять. А может быть, действительно будут заискивать и отводить от себя подозрения. Но вы не тот человек, кого можно обмануть. Вы сразу поймете, в чем речь. Прям сразу поймете. Вот вижу даже какая-то грубость с вашей стороны, но грубость по чести, по совести, по справедливости. Да, вот плохих людей от себя отгоните. Здоровье отменное, как говорится, силы есть, замечательно себя чувствуете, и вы будете очень уверены в себе. Так, здесь у вас еще медведь рядом. Медведь — это надежный защитник, это и друг может быть медведем, и также любящий вас человек. Да, вот прям рядышком с вами по правую сторону какие-то дела вас объединяют, связывают, ну что-то хорошее. Много улыбаться будете, много смеяться с этим человеком, да, вот хорошие моменты в жизни вас ждут. Чуть ниже нам показан какой-то узел. И показано, что вы на двоих с кем-то этот узел развязываете. Тут еще кто-то третий, но он больше как не помогает, а мешает. Да? Скорее всего, так и скажете: так, не мешай, иди погуляй, да? Мы сами справимся. Большой узел. Конечно, придется вам с этим покопаться, поковыряться, но дело будет сделано. Обычно узлами показывают проблемы, либо какие-то неразрешенные ситуации. Ничего, распутаете. Рядышком буква В у вас прям на правом плече сидит. Это добрый знак. Все получится. Дальше показывают, что что-то выяснится, как тайна какая-то раскроется. Что-то давно скрытое, либо в тайне от вас происходящее. Случайным образом. Вам так покажется, что случайным образом вы раскрыли эту тайну. На самом деле, как время вам пришло правду узнать. Как бы там люди не скрывали, не прятали, но вы все досконально узнаете. И вот эти люди, которые прятали, они уже не отвертятся. Придется осознаваться, придется каяться, признаваться, сами понимаете, со всеми вытекающими. Но правду вы эту точно узнаете. Больше не будет тайны, больше не будет обмана. Крючок здесь показан. Крючок и рыба. Рыба слишком умная, на крючок попадаться не хочет. Вам приманочку нужно на этот крючок положить, подвесить. Я понимаю, что люди многие не ведают, не понимают, что такое рыбалка. Хотя, с другой стороны, там все очень просто. Да? Удочка, крючок, наживка. У вас вроде и удочка есть, и крючок у вас что надо. Прям такой внушающий, внушительных размеров. Но наживки не хватает. Рыбка умная. Рыбка вот именно наживку хочет. Рыбка прям у вас в
уровне рисунка плавает, такая, знаете, вот прям медленная рыбка, но наживки не хватает. Вы все делаете правильно, но нужно еще что-то добавить. Вот наживка должна быть. Если вы понимаете, о чем речь идет, либо вы действительно вот занимаетесь каким-то сложным делом, заданием, наживку туда, наживку, понимаете? И все, и рыбка будет ваша, и никуда она не денется, она уже очень близко к крючку. И также, если вы с кем-то договариваетесь по поводу работы, подработки, каких-то заработков, да, наживку дайте, и все будет сделано, рыбка будет ваша 100%. С левой стороны стрелочки вверх пошли. В чем-то неожиданном улучшение, в том, чего не ждете, либо в том, с чем смирились, либо рукой махнули. Да, вот там будут улучшения. Там 2 стрелочки, обе вверх пошли с левой стороны. С удивлением об этом узнаете, и вот вижу, что за это дело опять возьметесь, либо к старому вернетесь, но уже понимая, что это перспективное дело, что вы какую-то выгоду получите, либо какой-то конкретный результат. Большой голубь рядом с каким-то мужчиной сидит. Значит, голубь смотрит на него, мужчина смотрит на этого голубя. Мысли помириться, либо какие-то действия, которые приведут к примирению. Да? Именно мужчина будет осуществлять. Ему хочется помириться. Вот он хочет этого голубя к вам отправить, да, чтобы мир между вами состоялся. Это может быть и поклонник ваш, это может быть и жених, и парень, и муж. Это может быть и родственник мужчина. Это может быть, не знаю, там, сосед, либо коллега мужчина. Может быть, с кем-то поссорились накануне. То есть тут желание помириться во что бы то ни стало, вот прям птицу мира к вам отправить. Человеку это очень надо. Глаза. Глаза на вас смотрят. Глаза слева направо смотрят. Здесь прям четко поймете, что за вами следят, либо интересуются вами. Глаза. Глаза, кстати, добрые, не злые. И глаза темного оттенка. То есть это карие глаза, скорее всего. Может быть, прям совсем темно-темно-карие. Ну, за вами, вот куда вы, туда эти глаза. Вот как наблюдают, следят. И, возможно, вы прям, ну вот поймете, да, о чем речь. Человек следит, но не с целью навредить. Может быть, нравитесь, может быть, помочь хочет. Может быть, в принципе, вы интересны как личность, да, вот как следит за вами, получается, да, наблюдает. Дальше какой-то забор, в нем брешь. И вам нужно будет приложить усилия, чтобы этот забор поправить, ну, починить, получается, да. Забор – это границы, границы вашей жизни, границы ваших интересов, да, как брешь получилась. То ли кто-то прорваться хочет, нарушить ваши границы, то ли кто-то настырно лезет в вашу жизнь. И вам придется приложить усилия, чтобы этот забор починить. Ну, заново выстроить эти границы, да, может, там человеку там сказать, не смей, да, иначе покусаю, да, не лезь ко мне. Вот какой-то такой момент показан. Женщина на осу похожа, хищница, вот, точно. Еще может сильно ужалить. Вы с этой женщиной, пожалуйста, не связывайтесь. Она очень гонористая особа, но при этом как бестолковая какая-то, да, сначала сделает, потом подумает. В общем, жужжать она, летать вокруг вас будет, где-то рядышком с вами, да. Не обращайте на нее внимания, ее не трогайте, и она трогать не будет. А вот здесь, мои хорошие, показывают вас перед какой-то большой дверью, такой прям серьезной, массивной. Но в руках у вас перышко. То есть, если вы пойдете в какие-то госучреждения, в бюрократическую систему с головы будете нырять, либо вам необходимо от каких-то руководителей получить ответ, либо результат, у вас в руках перышко, вам будет легко. Легко добиться своего, либо отстоять себя, либо вам легко будет решить какое-то дело, да, вот с чиновниками, с бюрократией, там, госструктуры. Вот, прям не бойтесь, не бойтесь. Перышко у вас в руках, вам отказу не будет. Дела будут делаться быстро, быстро и комфортно, да? Перо – это легко, быстро и комфортно. Оно у вас в руках, это перо. И вы вместе с этим пером заходите в эти огромные массивные двери. То есть не переживайте, даже не думайте о том, чтобы переживать. У вас перышко в руках. Так, здесь нам какую-то курицу показывают, но она совсем без перьев. Прям такая, знаете, общипанная курица. Как будто бы истерит. Какая-то женщина может истерить.
Может быть, что-то у нее случилось, либо она по жизни такая, да, общипанная. Ну, в общем, какая-то истерика, прям аж в ушах будет звенеть от ее ора, криков. Но это не вас касается, это просто рядом с вами будет происходить. Вы так посмотрите и скажете, как же ей не стыдно так себя вести. Ну, надо же, неужели так можно опуститься до такого уровня, чтобы так вот голосить на все, орать, да, привлекать к себе внимание. Когда же какой-то испанский стыд из-за этой женщины испытаете. Да, какая-то крикливая барышня, но вся общипанная. Дальше здесь у вас 3 дороги. Одна длинная, 2 короткие. И как один результат на все эти 3 дороги. Результат, кстати, хороший. Хороший, вам понравится. То есть куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занимались, далеко ли, близко ли, результат будет хороший. Вы свое от жизни берете. А вот здесь какой-то голос из прошлого. Ну, человек давно не виделись, например, да? Человек проявится, потому что что-то надо, да? Вот когда все хорошо у человека, он не проявляется вообще, не вспоминает о вас. А как что-то понадобилось, да, сразу же к вам, ну, вас набирает, с вами общается. Вот начнет как за здравие, да, закончит за упокой. Сначала будет там расспрашивать, как дела, там скучаю, давно не виделись. Ну, а потом перейдет к теме, вот есть необходимость, да, либо у меня есть нужда. Вы так, знаете, устало будете слушать этого человека, еще раз убедитесь в том мнении, да, что человек вспоминает только лишь в крайней нужде о вас, сделаете неутешительные выводы, и я так понимаю, что долго общаться с этим человеком не станете. Ну, а что общаться? То есть там нет желания поддерживать связь, там есть желание, чтобы вы помогали. Как что-то случилось, то к вам, а как все хорошо, так и о вас не вспоминают. Ну, такое, знаете, не очень приятное вышло. Мужчина, перец. Какой-то пикантный, острый момент с мужчиной связан. То ли мужчина за вами будет ухлёстывать, то ли это ваш мужчина и прям на страсть вас будет склонять. Ну, можно так сказать. В общем, весь из себя и очень, кстати, настойчивый мужчина. Если будет с вами знакомиться, то прям не отстанет, пока вы не дадите свой номер телефона. Если это ваш мужчина, то, девочки, держитесь. И горячая ночь вам точно обеспечена, да, вот прям такой весь он из себя. Так, и еще показывают, что вы от чего-то откажетесь, как от ненужного, никчемного, не стоящего. Вот прям рукой махнете, скажете, да ну его, не буду. И правильно, кстати, сделаете, вам сразу легче станет. Вот что-то бесперспективное и то, что действительно вот оно вам и вообще ни к чему. Может быть, вас кто-то подтолкнул, либо кто-то завлек. Но, в общем, вы от этого отказываетесь, прям легкость ощущаете. Здесь у женщины в руках куриная лапка. Она что-то делает для своей семьи, вот для детей, для мужа и детей. Вот куриной лапкой. Ну, какую-то магию будете творить. Может быть, ритуалы, обряды, заговоры с правой стороны. У вас получится. У вас получится, и результат будет, и те, для кого вы это делаете, порадуются, и вы сами порадуетесь. Вы проявляете свою силу, и ваша магия, она работает. Кстати, куриная лапка крупная, значит, что-то будете серьезное делать. Может, оберег ставить, может быть, чистку будете делать. Может быть, будете помогать чем-то, да, чтобы вот людям удача шла, чтобы отказу не было, чтобы там лихие люди обходили стороной. Но результатом будете не только вы довольны, но и те, для кого вы это делаете. Ну, либо молитву прочитаете, там ребенок приболел, вы молитву прочитали, да, там рукой поводили, раз, и ребенку легче стало. Вот как-то так мне идет. Магия, которая работает. Сами от себя будете в шоке, но с другой стороны, ну, надо же применять свой дар, правильно, надо применять. И вот вы применяете во благо своим близким, получается. Даже не для себя, а во благо своим близким. Так, и еще. Какая-то встреча у вас очень сильно потрясет. Встреча с женщиной. Что мужчина, что женщина. Встречаетесь с женщиной. И эта женщина, она прям как старуха. Старуха, да, возможно, она даже младше, чем вы по возрасту. Но выглядеть будет как старуха. Может, еще, знаете, пьющая. И прям, ну, это пухлое лицо, там, синяки под глазами, да, что у них там обычно ужасно выглядит.
А в вашей памяти эта женщина совершенно другая. Вы прям ужаснетесь, прям под впечатлением будете, прям так глубоко задумаетесь и скажете, ну надо же, да, как в жизни бывает. Такая блестящая, там, красивая женщина и вот так вот опустилась. Но, скорее всего, пьет. Мне идет, что, скорее всего, пьет, либо и пьет, и кто-то ее бьет. В общем, ужасно выглядит. Вы на фоне этой женщины выглядите как мальчик, либо девочка. Вот как-то так мне идет. Долго будете об этом думать и даже какую-то информацию начнете собирать по поводу этой женщины. Вот что ее довело до жизни такой. Ну, скорее всего, алкоголь и неправильный образ жизни. Но вот эту встречу надолго запомните. Можно вы даже и не будете общаться, просто вот как-то издалека ее увидите. Но впечатлит, вас это очень впечатлит. Знаете, что вам это не грозит. Вот. Вам это точно не грозит, а та женщина, ну, она сама хозяйка своей жизни. И то, что с ней приключилось, это все было в ее руках. Да. Вот как можно спустить свою жизнь, причем неизвестно куда. Прям долго будете об этом думать. Пожалуйста, не берите дурного в голову. Это прям вообще вас никогда не коснется, слава богу. Ни вас, ни ваших детей. Это вы точно должны знать. Прям тьфу-тьфу. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.